Зрители интересуются, каков еще пласт, какие еще нас ждут. Мы вот уже, операция Курпатый Юдин, это уже сентябрь месяц, сентябрь-октябрь месяц. Потом следующий пласт, это уже касательно ноября месяца. Начало 7 ноября, это показания палачей 12-го литовского полицейского батальона, которые расстреливали людей в Куропатах. И потом в декабре 1941 года еще были расстрелы, и было еще взрыв, когда загнали блиндаж, заложили туда мощный заряд взрывчатки, и весь этот блиндаж взорвали. На этом 1941 год мы закончим. То есть по 1941 году еще минимум будет две лекции. Потом проанализируем фотоснимки 1942 года, сравним снимки 1941, 1942 и 1943 года. Потом расстрелы в Куропатах в 1943 году и о том, как немцы сжигали трупы и как уже показания очевидцев, которые были после войны. Я думаю, где-то на 5 серий еще хватит у нас материала. Просто Потому вы что, говорите ну, про взрывание блиндажа, по-моему, мы рассказывали. мы Аэрофотоснимки было рассказывали тоже. летом. Ага. Летом там 20 человек, 20-30 было взорвано. А тут было опять больные, и много было психически больных. И вот их свозили. И было еще на декабрь месяц показания Коха. И вот он рассказывал, как уничтожали людей. Столько, я думаю. Потом в перспективе поляки профинансировали издание книги «Индекс расстрелянных в Минске». И вот этой книги Куропаты является одним из мест, в которых якобы НКВД расстреливало людей. И там приводится еще 14 мест. Вот я по всем вот этим местам провел свое расследование. На 3 занятия, на 4 их можно растянуть. Вот такой вот можно план. Это, грубо говоря, так с маленькими перерывами до осени можно будет